Ассаламу алейкум, приветствую зрителей информационной программы «Неделя» в студии Исламир Шоу. И вот о чем мы расскажем сегодня. Чеченскую республику с рабочим визитом посетил министр финансов России Антон Силуанов. В аэропорту его встретил лично глава региона. В доме торжеств имени Дагуна Амаева прошло мероприятие, приуроченное ко Дню медицинского работника. Его посетил Рамзан Хаджи Кадыров. Я персональный ассистент сегодняшней выставки. Желаю вам хорошего дня. Ахмад, сила, шеф-чемпион. Аллаху Акбар. В Российском исламском университете имени Кунта Хаджи прошла церемония вручения дипломов выпускникам. Поздравить ребят прибыл председатель правительства региона Магомед Даудов. Они пополнят ряды тех служителей ислама, которые передают свои знания подрастающему поколению, укрепляя в их сердцах веру и любовь к Всевышнему и нашему любимому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Чеченскую республику с рабочим визитом посетил министр финансов России Антон Силуанов. Вместе с главой региона Рамзаном Хаджи Кадыровым они побывали на ключевых стройплощадках от нового жилого района имени Владимира Путина до высокотехнологичного завода «Чеченцемент». Чиновник подчеркнул, что динамика развития и качество реализации проекта в субъекте служат ярким примером для других регионов страны. Об этом наш следующий материал. В международном аэропорту Грозный имени первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова уже выстроилась делегация руководителей органов власти региона во главе с национальным лидером для торжественной встречи почетного гостя – министра финансов России Антона Силуанова. Программа рабочего визита началась с осмотра нового района имени президента страны Владимира Путина. Чиновник изучил его концепцию, включающую строительство современных жилых комплексов и создание необходимой социальной инфраструктуры. На сегодняшний день здесь предусмотрено 6 объектов среднего образования. В том числе сегодня 2 объекта среднего образования уже возводятся на 1224 на 400 мест. Также ведется разработка проектной документации на строительство IT-школ. Также планируется строительство 9 объектов дошкольного образования. 2 объекта уже возводятся. Общей сложности объекты транспортной инфраструктуры – это порядка 15 километров. Антон Силуанов впечатлен одним из крупнейших проектов в стране. Как вам кажется? Отличный современный проект. Хочу сказать, что для людей это новое качество, новый уровень жизни. Это такой суперсовременный проект. Мы когда с вами ехали, видели, как он строится, говорили, что это действительно современное и по инфраструктуре, да, и по наполнению проекта. Следующей точкой стал логистический комплекс компании «Озон», возводимый в особой экономической зоне Грозный. Завершение этого проекта, по оценкам специалистов, даст региону почти 4000 новых рабочих мест, что станет мощным драйвером для рынка труда. Общая площадь застройки это у нас будет на 100 тысяч квадратных метров. В 2027 году мы планируем первый этап завершить. Это вот 2 блока посередине, которые будут 51 тысяч квадратных метров. Август 2027 года. И второй этап мы переходим уже к строительству с августа 2027 года. И в 2029 году второй этап также завершен. Правильно понимаю, что те товары, которые будут поступать, они будут распределяться уже по регионам Северного Кавказа. Да, то есть да, это будет хаб. И грузовой терминал, и склады позволят свою деятельность Озону распространить на соседний регион. Абсолютно, это будет такой межрегиональный хаб, плюс еще, как вы сказали, у нас будет в 2027 году и аэропорт запущен, новый международный, поэтому мы тут синхронизированно проводим работы, что, я думаю, такой хороший консенсус у нас будет найден в общем процессе. Модернизированный цементный завод «Чеченцемент» в селе Череюрт стал следующим пунктом в рабочей программе гостя. Генеральный директор завода Абдулхамид Байбетиров доложил о ходе реализации проекта. Скоро начнутся пусконаладочные работы. Ну а запуск производства намечен на конец текущего года. Сейчас мы находимся в площадке строящегося нового цементного завода. Глава республики Герой России Рамзан Ахматович заложил капсулу в апреле 2024 года по строительству этого завода. Этот завод уже на стадии 95% выполнения строительных работ, 75% идет монтаж оборудования, 85% закуплено оборудование. А вы сказали, что студенты здесь тоже подключаются? Да, мы уже 2 года обучаем здесь в базе нашего завода. 2 года мы подготавливаем специалистов среднего специального образования. 200 человек уже выпустили. Нет, именно строительной направленности. И с сентября этого года уже открываем базовую кафедру. Прямо здесь на заводе студенты будут иметь возможность и обучаться, и работать
и если перспективно, могут заниматься вот на нашем научном центре научной деятельностью. Возводимый мост между Грозным и Аргуном также не остался без внимания. Ранее он был разрушен в ходе стихийного бедствия. Поручили для Ахмата, мы приступили к капитальному ремонту моста. А до конца этого месяца, первый четырехполосный, вот этот час будем проезд открывать. А второй час до конца года. До сих пор не теряется поток воды. Там в горах снег тает, и дожди, и все там. А раньше полностью забито было это все. Когда начали дожди. Это вот так развилось, да? Да, мы развели там, чтобы строить там. Сначала этим части там, потом этой части там, чтобы построить. За один день министр финансов России Антон Силуанов ознакомился с реализацией ключевых проектов Чеченской Республики, в том числе с реконструкцией и строительством международного аэропорта Грозный. Северный объект значительно расширит транспортные возможности субъекта и увеличит пассажиропоток. Мы приступили к строительству нового грузового терминала, строительство которого стало возможным благодаря вашей поддержке и выделенному финансированию. И сейчас все, что необходимо для современного аэропорта, будет предусмотрено и в следующем году в полном объеме будет завершено. Благодаря всесторонней поддержке Рамзана Хаджикадырова Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Михаила Миллиончикова активно развивается по разным направлениям. Антон Силуанов увидел, как реализуются перспективные проекты в учреждении. После обращения Рамзана Ахматовича в федеральный центр нас поддержали. Мы, соответственно, сейчас застраиваемся в рамках третьей очереди. Так сейчас выглядит университет. Вот. Ну и по завершению это будет компактный, функциональный кампус прямо в самом центре города с собственной парковкой. Ну и есть очень интересная изюминка. Мы планируем открыть весь атриум для города, чтобы он стал частью центра. То есть горожане смогут заходить с улицы Шейха Али Митаева, выходить принципиально в другом квартале. Нет ни одного крупного инвестпроекта в регионе без участия университета. Рамзан Ахматович ставил задачу сделать из университета не просто образовательный или исследовательский центр, а сделать его именно технологическим центром, центром технологического аудита, технологической экспертизы, к чему мы понемногу стремимся. Далее Антон Силуанов вместе с руководством региона приняли участие в открытии современного завода по производству стекольной продукции «Стеклострой». Предприятие обеспечит рабочими местами более 20 человек. Здесь будет выпускаться широкий ассортимент стеклопакетов и проводиться закалка стекла толщиной от 4 до 19 мм. Сегодняшнее открытие завода – это хороший пример того, как регион занимается экономикой, экономическим развитием, созданием новых рабочих мест, причем такие рабочие места – это высокооплачиваемые, квалифицированные рабочие места. Мы видим, что это производство крайне востребовано в регионе. В первую очередь, мы только что посетили квартал имени президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Большая стройка, большое количество заказов на производство предприятия, которые мы сейчас открываем. Поэтому таких проектов, я знаю, экономического развития Чеченской Республики много. Даст Бог, чтобы эти проекты давали новый этап развития в экономике Чеченской Республики. Гость отметил, что открытие современного завода – показатель того, как в регионе хорошо занимаются экономическим развитием. Вместе с главой Чеченской Республики они разрезали символическую красную ленту и осмотрели предприятие изнутри. Таких современных заводов тут всего лишь два, получается. В Зеленограде компания СТИК недавно запустила завод, и здесь. Других таких нету. У нас заготовки откуда приходят? Исходное стекло приходит с завода «Салават стекло», который недавно открылся, модернизировался завод в Дагестане. Вот. Соответственно, у нас всего лишь 3 производителя стекла. Это Ларта, AGC, и здесь, и в Дагестане. Из этого стекла мы делаем, получается, подготавливаем производство для самых сложных видов остекления, такие как остекление многоэтажек или небоскребов. Глава региона уверен в том, что продукция завода будет востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В 2026 году бюджет Чеченской Республики вырос почти в 2 раза. Это стало возможным благодаря грамотной финансовой политике. Экономическую стабильность укрепляют и крупные стройки. В регионе завершена реконструкция ключевых энергетических объектов, подстанций и линий электропередачи.
Вопросы по социально-экономическому развитию субъекта стали главной темой совещания, в котором приняли участие глава Чеченской Республики, министр финансов России Антон Силуанов, члены правительства региона и руководители ведомств. Рамзан Хаджикадыров выступил с приветственным словом. Он отметил, что все достигнутые результаты стали возможны благодаря поддержке президента страны Владимира Путина и слаженной работе органов власти республики. Уважаемые коллеги, республика сохраняет устойчивую динамику социально-экономического развития. Мы успешно реализуем госпрограммы и национальные проекты. Подробнее о достижениях региона в своем докладе расскажет председатель правительства Чеченской Республики Даудов Магомед Ходжахмедович. Все наши успехи достигнуты благодаря постоянной поддержке президента России Владимира Владимировича Путина. Хочу выразить отдельную благодарность вам за особое внимание к вопросам развития нашего региона, Антон Германович. Темпы роста экономики региона превышают средние показатели по стране и Северо-Кавказскому федеральному округу, подчеркнул Антон Силуанов. Он поблагодарил руководство региона и лично Рамзана Хаджикадырова за достигнутые результаты. Мы видим, что консолидированный бюджет сохраняет положительную динамику. Собственные доходы за прошлый год выросли на 22%. В этом году мы видим, что за период с начала года собственные доходы республики выросли на 14%. Это значительно выше, чем средняя динамика по Российской Федерации. Снижается дефицит бюджета. Для Министерства финансов это очень важно, потому что сбалансированные финансы – залог устойчивого развития региона. Чеченская Республика заняла первое место по показателям эффективности деятельности органов власти и впервые вошла в топ-5 регионов России по состоянию инвестиционного климата, отметил председатель правительства Магомед Даудов. Он также рассказал о том, что республика сохраняет устойчивую положительную динамику по основным направлениям. Под руководством главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и при поддержке Федерального центра республика демонстрирует положительную динамику основных социально-экономических показателей. Объем отгруженных товаров за январь-апрель 2026 года вырос на 19,2%. Объем строительства увеличился на 44,2%, оборот розничной торговли составил 125 миллиардов рублей с ростом 104,9%. Чеченская Республика продолжает принимать активное участие в проведении специальной военной операции. На сегодняшний день из республики в зону проведения СВО направлено 74 258 бойцов. Региональным общественным фондом имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оказывается материальная помощь участникам СВО и их семьям. Закуплено оборудование, техника, обмундирование, средства связи на общую сумму 43 миллиарда 495 миллионов рублей. В 2026 году на территории Чеченской Республики реализуется 75 региональных проектов, входящих в состав 13 национальных проектов. Сразу после совещания глава федерального ведомства пообщался с региональными средствами массовой информации. Он ответил на вопросы, связанные с заработными платами бюджетников, а также финансовых механизмов и инструментов государственной политики, которые могут стимулировать рост экономики региона. В ходе нашей поездки мы видели и встречались с коллективом нескольких предприятий. Это и предприятия по производству стекла, предприятия по производству цемента. Видели, как строится инфраструктура, новые жилые районы. Это здорово, поскольку мы видим, что экономика республики растет очень высокими темпами, гораздо выше, чем в среднем Российской Федерации. Это благодаря тому, что руководство республики предпринимает необходимые меры, усилия по стимулированию экономического роста. Рабочий визит гостя завершился. Проводил его глава региона. Антон Силуанов заверил, что Министерство финансов и впредь будет оказывать республике необходимую поддержку для достижения новых экономических высот. Седа Хасиева, Сейдамин Ибрагимов, Ибрагим Батаев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В Доме торжеств имени Дагуна Амаева прошло мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Главными гостями стали глава Чеченской Республики Рамзан Хаджикадыров и министр здравоохранения Адам Алханов. В рамках события была организована выставка современного медицинского оборудования, а также состоялось награждение лучших медицинских работников. Обо всем подробно Седа Хасиева. Чтобы вернуть здоровье другим, медики без раздумий жертвуют своим временем, силами и благополучием. Сложности и риски их не останавливают, а лишь добавляют решимости, будто операционная или зона чрезвычайной ситуации. Врач всегда на передовой.
Профессия врача требует глубоких знаний, высокой ответственности и полной самоотдачи. Труд медиков во все времена пользовался особым уважением и признанием общества. Сегодня в стране отмечают важную дату – День медицинского работника, профессиональный праздник людей, посвятивших свою жизнь сохранению здоровья и спасению человеческих жизней. Дом торжеств Дагуна Амаева стал центром притяжения для медицинского сообщества, объединив под своей крышей как опытных врачей, так и будущих специалистов из учебных заведений. Сегодня пришли на мероприятие с моим коллективом. Очень интересно, как это все пройдет. Мы вот стоим в ожидании. Очень много тоже медработников, студентов. Медицина в целом, в принципе, очень важна для жизни людей. Особую атмосферу событию придала большая выставка современного оборудования. Представленные аппараты самого разного профиля способны кардинально облегчить процесс лечения и повысить его эффективность для каждого пациента. Сегодня мы вам презентуем кювез для новорожденных детей компании General Electric Giraffe. Он у нас трансформер, то есть мы его можем держать в открытом и в закрытом режиме. В закрытом режиме это для недоношенных детей массой от 400 граммов и больше. Это новые аппараты, это более модифицированные, есть еще у них предыдущие модели, но это уже последняя модификация, полностью укомплектованная, так как здесь встроено уже все необходимое для ребенка есть. Все собравшиеся с особым трепетом ждали главного гостя, главу Чеченской Республики Рамзана Хаджикадырова. И ассистент тоже не остался в стороне. Он поздравил руководителя региона с профессиональным праздником. Уважаемый Рамзан Ахматович, рад вас приветствовать на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня медицинского работника. Я персональный ассистент сегодняшней выставки. Желаю вам хорошего дня. Ахмат – сила, шеф-чемпион. Аллаху Акбар. Провел для руководителя республики экскурсию по стендам министр здравоохранения Адам Алханов, знакомя его с инновационными решениями в сфере медицины. На днях раму ависти еще это проектная и искусственное сердце легкие С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель медицинского ведомства. По его словам, сфера здравоохранения региона совершенствуется с каждым годом. Это стало возможно благодаря поддержке Рамзана Хаджикадырова. Да, я вот думал об этом, но что делать человека врачом? Делать ли его дипломы, квалификация, опыт? Делать ли его настоящим врачом? Свыкача – это не делать его врачом. Настоящим врачом его делает долг, который он дает перед обществом. То, как он лечит людей. Для врача долг – это превыше всего. Для врача здоровье пациента, жизнь пациента должно стоять на первом месте, а потом уже все остальное. Благодаря вам, Рамзан Ахматович, благодаря Ахмату Хаджикадырову, Далазат Кобалдольцун, у нас есть мирное небо над головой. Благодаря вам, Рамзан Ахматович, у нас есть все условия, благодаря вашему авторитету федеральных центров. У нас есть хорошие больницы, новые больницы, у нас есть ФАПы, строятся каждым днем. И не каждый субъект может похвастаться тем оборудованием, которое у нас есть. Рамзан Хаджикадыров заявил о том, что с каждым годом система здравоохранения в регионе улучшается. По его словам, продолжается строительство медицинских учреждений. Внедряются современные методы диагностики и лечения. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат Хаджикадыров всегда говорил о восстановлении здравоохранения как о главной задаче. Мы проделали огромную работу. Сегодня Чеченская Республика занимает второе место в стране с самым низким показателем смертности и первое место по рождаемости. Это в первую очередь ваша заслуга. Выражаю вам огромную благодарность. Желаю вам счастья и благополучия до Дня Бедки. В ходе мероприятия лидер региона вручил медали за храбрость второй степени, присвоенные указом президента страны ряду медицинских сотрудников. Звание Герой Чеченской Республики присвоено Адаму Алханову и начальнику медико-санитарной части Министерства внутренних дел России по региону Рамзану Альдебирову. Присваивается звание Героя Чеченской Республики Алханову Адаму Руслановичу, министру здравоохранения Чеченской Республики, Альдебирову Рамзану Юсуповичу,
полковнику внутренней службы. Высшей награды республики ордена Кадырова удостоены сразу несколько представителей сферы медицины. Также ряд отличившихся работников получили звание «Заслуженный врач Чеченской Республики» и почетные грамоты главы региона. Рамзан Хаджикадыров тоже без подарка не остался. Завершилось мероприятие масштабной яркой концертной программой с участием звезд чеченской эстрады. Седа Хасиева, Имам Юсупов, Мансур Исмаилов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В правительстве региона прошло совещание во главе с премьер-министром Чеченской Республики Магомедом Даудовым. Обсуждались вопросы поддержки участников СВО и их семей. Особое внимание было уделено платежной дисциплине, что подчеркивает важность финансовой устойчивости в условиях современных вызовов. Детали расскажет Лиана Хаджиева. С минуты на минуту начнется совещание с председателем правительства Чеченской Республики Магомедом Даудовым. Тут будут обсуждать вопросы поддержки участников специальной военной операции и вопросы сферы платежной дисциплины энергетического сектора региона. С основным докладом выступил его заместитель, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он подчеркнул, что глава Чеченской Республики Рамзан Хаджикадыров уделяет особое внимание участникам специальной военной операции и их семьям, обеспечивая им необходимую поддержку. В Чеченской Республике в связи с окончанием срока контракта военную службу завершили более 2000 человек. Из них более 1000 ветеранов СВО уже трудоустроены. Также хочу отметить, что региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджикадырова региональный фонд является одной из ключевых структур, обеспечивающих поддержку участников специальной военной операции. Только внутри республики по состоянию на 19 июня семьям участников СВО фондом оказана финансовая благотворительная помощь на сумму 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Жильем обеспечено 79 семей участников СВО. По поручению главы региона с декабря 2023 года в республике действует комиссия по вопросам социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей. За это время проведено более 100 заседаний, в ходе которых рассмотрено около 1500 обращений и проблемных вопросов. По распоряжению Рамзана Мача с 22 декабря 2023 года в республике функционирует комиссия по вопросам социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В данную комиссию входят практически все министерства, ведомства и муниципальные округа. За последний год проведено более 100 заседаний данной комиссии, в том числе 51 заседание в 2026 году. В рамках работы комиссии рассмотрено почти 1500 проблемных вопросов. Еще одной темой на повестке дня стал вопрос платежной дисциплины. По этому поводу доложил назначенный недавно на должность министра промышленности, торговли, топлива и энергетики Ильяс Масаев, ранее возглавлявший мэрию городского округа Аргун. Он также призвал жителей вовремя оплачивать за коммунальные услуги. Глава республики Рамзан Ахматовичем даны конкретные поручения, чтобы мы республику довели платежную дисциплину до среднероссийского. И поэтому мы совместно с ресурсоснабжающими организациями и с другими службами, в том числе и с правоохранительными, работаем, составляем дорожные карты в разрезе всех муниципальных районов. По итогам совещания Магомед Даудов поручил продолжить работу по всем обозначенным направлениям, обеспечив дальнейшее комплексное сопровождение участников специальной военной операции и членов их семей. Лиана Хаджиева, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. 20 сентября текущего года пройдут выборы главы Чеченской Республики, депутатов Государственной Думы Российской Федерации, парламента, Грозненской городской думы, а также представительных органов 15 муниципальных округов. Дату голосования в ходе очередного заседания принял парламент региона. Всего будет распределено 383 депутатских мандата. Для организации и проведения голосования задействуют 20 территориальных и 534 участковые избирательные комиссии. Подготовка уже началась. Все мероприятия будут проводиться в соответствии с действующим избирательным законодательством Российской Федерации. Уважаемый Шайб Булгарович, уважаемые коллеги, на ваше рассмотрение вносится проект постановления парламента Чеченской Республики о назначении выборов главы Чеченской Республики. Проектом предусмотрено назначение выборов главы Чеченской Республики на 20 сентября 2026 года. Уважаемые коллеги, прошу поддержать данный проект постановления. Уважаемые коллеги, вопросы? Если вопросов нет, ставлю на голосование. За то, чтобы принять постановление, прошу проголосовать.
Поддержка тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, остается одним из главных направлений деятельности регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. На этот раз финансовую помощь получили 100 человек, страдающих тяжелыми заболеваниями. Многие из них нуждаются в дорогостоящем лечении за пределами региона. Каждый случай был тщательно изучен, а в список получателей вошли те, кто действительно оказался в крайне тяжелом положении и впервые обратился за поддержкой. Сегодня фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова по поручению Аймани Несины проводит очередную благотворительную акцию по оказанию материальной помощи тяжелобольным жителям нашей республики, которые обратились со своими проблемами к нам в фонд. Данную акцию мы приурочили к нашей годовщине. Нам исполняется 22 года. И сегодня Даму Ахам, Дею Пурбанца, Аман Нет Коч, Тешева и Ахчацен Дахачудук. В Совете безопасности Чеченской Республики состоялось заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений во главе с заместителем председателя правительства региона, министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Рассмотрели вопросы повышения квалификации педагогов, психологов, социальных работников и кураторов по раннему выявлению признаков радикализации и повышению эффективности межведомственного реагирования. В преддверии сентябрьских многоуровневых выборов также обсудили необходимость поддержания общественного порядка и исключения любых рисков. Масштабное значимое мероприятие. Участвовать в мероприятии. Почти 900 тысяч избирателей. Глава республики, депутаты Госдумы, депутаты парламента, муниципальные депутаты. Многоуровневый выборщик 385 мандатов. 385 так избрать повеш. Да, ванисна на болба. Бянят, вол халхадын да болен дела вот я харокшин кабаттагастин коллектившка оушкача мероприятия дихарду хавахкин чарик. Гул белчарга кица тидам тебоч хил тхоч выборшу ал олшхлеше выступление дала шемилха мероприятия дала наю леле хинз вайсанна поин тхоч як выборшу. Ой массар арадулда аласти что да млада имсан традиционно самая локарявка юлш, самая активная без каких-то существенных нарушений, замечаний. Опытью, практикою, глава республики Вольш, командой подход проблем. Отдельной темой стала организация работы по отлову и содержанию безнадзорных животных в соответствии с законодательством. По итогам заседания принято решения, направленные на усиление профилактической работы и межведомственного взаимодействия. В Грозном прошла встреча директора Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики Аслана Абдулаева с руководителями некоммерческих организаций республики. Основное внимание было уделено работе в рамках Года единства народа в России. Участники обсудили реализуемые проекты, обменялись опытом и представили свои инициативы, направленные на развитие гражданского общества. По итогам встречи стороны обозначили направление дальнейшего сотрудничества и договорились усилить взаимодействие в реализации общественных значимых проектов в регионе. некоммерческая организация Ишаша Берша Уая Даваз Кобудаль Ахмад Хаджи Ниптаха Югшбу и организация Рогьер Цанкитар Дарвой Рогьер Цанкитарах Пайтубу Альчацана Бог Пайтбу и Вайна Бог Пайтбу Наш Цанкитар Мелахула Болхба Болжигер Бака Болхтахига Этоншул Зесила Ушдала цана война масана пайда дойлис ханкитер некоммерческий сектора из-за докдак лочу планы духовного растения воспитания хулили укрепление института семьи хулили киел дона и махкада хаушулу якы проект шуках дакида нашлотшу. В Грозном состоялась торжественная церемония вручения диплома выпускникам Российского исламского университета имени Кунта Хаджи. В этом году дипломированные специалисты вуза покинут его стены, завершив обучение по образовательным программам светского и религиозного направления. Церемонию посетил председатель правительства региона Магомед Даудов. Подробнее далее в сюжете.
В Российском исламском университете имени Кунтахаджи Кишиева состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам. На мероприятии присутствовали преподаватели, родители, представители духовенства и органов власти. Среди почетных гостей был председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов. Для участников мероприятия также организовали выставку, посвященную жизни и деятельности первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Турецкий, английский материал, هم عجلات دهانه و برزی متر دهانه که وچیوش دهانه اشتاین دهانه کلی وقتی قایه کنه گوشن گوش دهانه فاید دوچن فاید زخم دو حجر خیردو یوی خال خیردو یوی اقدرش الله خاله دهان یا عیاش الله خاله فاید زخم دهانه خوشم دهانه وش. Мероприятие началось с чтения аятов Священного Корана. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. С поздравлениями к выпускникам обратился ректор университета Абдурахим Мутушев. Он пожелал молодым специалистам успехов и отметил важность знаний, которые они получили за годы учебы. تاعن أرخيج خيوشيجا خي خز خيج خندوش دقة كل خندوش دكودو ألشة وين ما قال رينتا رولك تاع وين لدو زمان شوها بنبرولين تيولوجيا أور وين دغن دور شرحات غي إسوج دي كابريحة رأس أبن الزوبريكاز دورش هر إن برولين أكيد تاسي شقيال الوي ثون ديل ويت هنز بقويويا ويش إسلامسكو университет شوها дипломы государственного образца. В этом году дипломы получили 77 выпускников. Магомед Даудов передал выпускникам поздравления и напутственные слова от главы региона Рамзана Хаджи Кадырова. Ассаламу алейкум. Дорогие друзья, сегодня выпускники Российского исламского университета имени Кунтахаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, получают дипломы о завершении высшего религиозного образования. Это поистине волнующее и важное событие их жизни. Они пополнят ряды тех служителей ислама, которые передают свои знания подрастающему поколению, укрепляя в их сердцах веру и любовь к Всевышнему и нашему любимому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. С каждым выпуском этого замечательного университета мы с радостью и гордостью видим, как воплотилась в жизнь мечта нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Это было его заветное желание открыть исламский вуз в городе Грозном. Хвала Аллаху! Сегодня в каждом уголке республики построены мечети, медресе, школы хафизов, в которых люди изучают арабский язык, основу ислама и священный Коран. Дорогие выпускники, желаю вам честно и самоотверженно трудиться во имя укрепления веры, традиционных мусульманских ценностей и духовного просвещения нашего народа. Дал эту больше, дал тяхбертки больше. Ахмад Сила Аллаху Акбар. С уважением, глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. В рамках мероприятия состоялась и церемония награждения. За вклад в развитие университета ректору Абдурахиму Мутушеву вручили медаль за заслуги перед Чеченской Республикой. Награждается медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Мутушев Абдурахим Абдулмежитович, ректор Российского исламского университета имени Кунтахаджи. Почетными грамотами и благодарственными письмами также отметили преподавателей учебного заведения. Я благодарен, конечно, за такую награду от главы нашей республики. Это радостный для нас день. Мы к этому дню долго шли. И в результате наши выпускники, сдав экзамены, получили дипломы. Самым долгожданным моментом церемонии стало вручение дипломов. Шариатский факультет окончили 42 студента, 12 из них с отличием. Еще 35 человек получили дипломы государственного образца как первые выпускники теологического факультета в истории вуза. Хвала Всевышнему Аллаху за то, что Он дал
возможность обучаться, изучать религию в этом прекрасном вузе в Российском исламском университете. Сегодня университет является одним из ведущих исламских образовательных центров страны и единственным учебным заведением такого профиля, где одновременно реализуются программы среднего профессионального, религиозного и высшего светского образования. Ломали Мусаев, Сайдеми Ибрагимов, Ибрагим Батаев. Неделя. В Чеченской Республике увековечили память выдающегося поэта, писателя и хранителя чеченского языка Ахмада Сулейманова. В его родном селе состоялось торжественное открытие памятной башни, ставшей символом уважения к человеку, посвятившему свою жизнь сохранению национальной культуры и литературного наследия. На церемонии собрались представители общественности, деятели культуры, писатели, богословы и родственники поэта. В сюжете Ломали Мусаева. Сегодня исполняется 31 год со дня ухода из жизни выдающегося чеченского писателя-поэта Ахмада Сулейманова. Именно в этот день его честь открыли башню. На торжественной церемонии собрались люди, которые лично знали Ахмада Сулейманова, а также поэты, писатели, представители творческой интеллигенции. Торжественное открытие башни в честь Ахмада Сулейманова собрало множество гостей. Почтить память поэта пришли деятели культуры, писатели, богословы, а также родственники. Каждый говорил о нем с особой теплотой, вспоминая его вклад в развитие чеченского языка и литературы. Şehavalar itom kal koştar dür ol jürster ver o alzır otur vahım kuz hayıkın işkol kügol ol direktör işkol ol dal şinç o dikdin saglar modok kormatal pohmadel komhum duy motbela yazdıştık dala Инициатором строительства башни стал односельчанин и ученик Ахмада Сулейманова Ибрагим Эсиев. По его словам, этот проект дань уважения своему учителю, который всю жизнь посвятил родному языку. Сулейманов Ахмад ученик Хиллау, Ахмау Йолар Бахан, Гергерсаган Сида, Сунтиякета. Активно хакыш башка geçerне doğana sonra vasıl geçti tüm nokçumot tüm bir şeyler har dedige oçun ediyor iş yağılışıyor şimdi kabavda Добрыми словами Ахмада Сулейманова вспоминали и его коллеги. Они отмечали, что он был одним из лучших чеченских поэтов. Всю свою жизнь он посвятил сохранению родного языка и любви к своей родине. Ahmed صحيح هو ورف إشكو ديريكتور ور صوت دوش إخش لا إمتى بيشنش إزوج إخش قبل أوزوس. Высота башни 16 метров, ширина 5,5. Она выполнена в стиле старинных чеченских боевых башен и гармонично вписалась в окружающий пейзаж. Это не просто архитектурный объект, а символ уважения к человеку, который оставил глубокий вслед в истории, культуре и духовном наследии своего народа. Ломали Мусаев, Юсуп Эжиев, Ибрагим Батаев. Неделя. Круглый стол в Российском исламском университете имени Кунта Хаджи собрал представителей органов власти, духовенства, науки и общественных организаций. Участники обсудили вопросы межконфессионального и межнационального диалога, подчеркнув его значимость для укрепления общественного согласия и сохранения традиционных ценностей. По итогам встречи было отмечено, что развитие сотрудничества между религиозными и общественными институтами остается важным фактором стабильности и единства в регионе и стране в целом. Еще раз всех приветствую. Тема межнациональное, межконфессиональное согласие. Как уже модератор уже объявил, высказался и сказал в своем выступлении, что в России проживает около 200 национальностей. Это огромное количество людей. У каждой нации свой язык, у каждого свои нравы, свои адаты. И если они не будут жить в согласии, это будет катастрофа. Итум-Калинский район – один из самых живописных уголков Чеченской Республики, где уникальная природа сочетается с богатой историей и современным развитием. Сегодня здесь реализуются масштабные инфраструктурные проекты, строятся социальные объекты, обновляются дороги, развивается предпринимательство и создаются комфортные условия для жизни людей. О том, как меняется горный район и какие проекты определяют его будущее, в специальном репортаже Ломали Мусаева.
Итумкалинский район – край величественных гор и богатого историко-культурного наследия. Сегодня он один из динамично развивающихся. Здесь реализуются инвестиционные проекты, делается все для туризма, создаются новые рабочие места и улучшается качество жизни людей. Итумкалинский район сегодня динамично развивается благодаря главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, той мудрой политике и тому инвестиционному климату, который создан именно в Итумкалинском районе. Сюда охотно просятся именно инвесторы. Сегодня на территории района строится современная школа в селе Итумкали на 220 мест, строится детский сад на 60 мест в селе Ведучи. Дорожная инфраструктура – одно из приоритетных направлений развития. Здесь продолжается строительство и капитальный ремонт автомобильных трасс. Это создает для жителей безопасность и улучшает транспортную доступность горных населенных пунктов. Сейчас здесь ведется капитальный ремонт участка федеральной дороги Р-217 «Кавказ». Работы проходят на территории Итумкалинского и Шатойского района и охватывают более 17 километров пути. Подъезд к Ведучи Р-17 لكن اشتغلك بينش شو تأخيته هو دعال بينش ليش لطه بيتوني أصوات باللبو شي صلي أصوات باللبو بوخ قول صور عم شي صلي خيريو أونش بيتوني بربيتش خيريو يرت ترتوارش خيريو. Также в Итумкалинском районе по улице Узуева ведутся работы по переносу линий электропередачи на новые металлические оцинкованные опоры общей протяженностью более 1 километра. Проект реализуется в комплексе с ремонтом федеральной трассы Р-217 «Кавказ» и переносом инженерных коммуникаций. Это позволяет снизить неудобства для жителей. Работу выполняет акционерное общество «Чеченэнерго» в рамках мероприятий Года горных районов и развития малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики. Надежное энергоснабжение – основа устойчивого развития любой территории. Специалисты энергетической отрасли проводят модернизацию электросетевого хозяйства, заменяют устаревшее оборудование и выполняют плановые работы для повышения качества электроснабжения жителей района. Большое внимание в районе уделяется и развитию сферы образования. Строится новая современная школа, которая будет оснащена всем необходимым для качественного учебного процесса, от продвинутых кабинетов до спортивных и актового залов. Курирует деятельность Министерства образования и науки Чеченской Республики в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Школа в 2025 году, а сдача 27 год. Он магаринаю около 80%, почти ялдит на 220 метров школа. Чурбелша основной год да ойлен бу фасадный кибач да юлори ход атылыш бу шифер да озин мобильная фасадный кибачка да юлори хода. А по улице Ахмата Хаджи Кадырова идет строительство многоквартирного жилого дома. В доме предусмотрены как квартиры, так и помещения социальной и коммерческой инфраструктуры. Застройщиком выступает общество с ограниченной ответственностью «Аят». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год. В рамках регионального проекта по переселению граждан из оползневых и сейсмических зон часть квартир будет предоставлена семьям, проживающим в опасных территориях. Также в Итумкалинском районе продолжается строительство современного многоквартирного дома. Реализация проекта позволит обеспечить людей новым комфортным жильем и станет еще одним шагом в развитии социальной инфраструктуры района. Параллельно продолжается строительство детского сада. После завершения работ дошкольное учреждение позволит обеспечить детей современными условиями для воспитания и развития, а также повысить доступность дошкольного образования. Кроме того, для популяризации здорового образа жизни в районе возводится современный комплекс ГТО. Новый спортивный объект станет площадкой для подготовки и сдачи нормативов, проведения соревнований и массовых спортивных мероприятий. Отдельно хочу отметить, что развивается и спорт, скажем так, строятся спортивные площадки. Хочу отдельно поблагодарить министра спорта Ахмата Рамзановича Кадырова за то внимание, которое он тоже оказывает нашему муниципалитету. Среди успешных предпринимательских инициатив района автоаул Аслана Татаева. Развитие частного бизнеса способствует расширению спектра услуг для населения и укреплению экономического потенциала муниципалитета. Нашел удачное место, прошел процедуру согласования, и вот теперь мы открываемся. Было дано название
автоаул. Я хотел, чтобы здесь, в этом кемпинге, чтобы это был и автомобильный кемпинг тоже, потому что у нас в республике нет ни одного автомобильного кемпинга, чтобы любой любитель путешествия или путешественник, который отдыхает на своем автомобиле, в автодоме, чтобы он мог приехать, воспользоваться нашими услугами, отдохнуть в таком прекрасном месте и оставить о нашем регионе такие прекрасные впечатления. Одним из значимых проектов района является объект Малхист. Реализация данного проекта направлена на дальнейшее развитие территории, создание новых возможностей для жителей и повышение инвестиционной привлекательности района. Ламали Мусаев, Имам Юсупов, Асхаб Керимов, неделя. Это были все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.